Затем, то, что хуже этого, то, что некоторые мусульмане празднуют Новый год. И они прославляют этот день и чтят этот день. И это связано с религиозным событием христиан. Каким? День рождения Христа Иса ибн Марьям, мир ему и благословение Аллаха. Таким образом, празднование Нового года и также празднование Рождества Христова сопровождается выражением радости, связанным с их религиозными обрядами и обычаями, и празднование с обычаями неверия. И даже если человек, который радуется этому, сможет избежать неверия, то его положение такое, как сказал Ибн аль-Кайим, да смилуется над ним Аллах в своей книге «Ахкаму ахли дзимма». Это хуже, чем быть довольным питьем алкоголя и поклонением кресту. Поэтому положение очень опасное, братья. Не дозволено человеку праздновать Новый год, если он является мусульманином. И также не является дозволенным ему поздравлять их с этим праздником, если он мусульманин. Также не дозволено ему, если он является мусульманином, отвечать на поздравления, если они поздравляют его с этим праздником. Субханаллах. Должны ли мы поздравлять их с праздником, который является религиозным обрядом? И разве это не что-то иное, как довольство неверием? Но большинство из тех, кто поздравляет их, не имеют намерений возвысить их религию либо обряды. А скорее они это делают с каким намерением? Показаться вежливыми. И это неправильно. Если кто-то скажет: «Я вежливый по отношению к ним, потому что они вежливы и ко мне и поздравляют меня с Идуль-Фитр и Идуль-Адха», мы скажем: «Альхамдулиллях». Если они поздравляют тебя с Идуль-Фитр и Идуль-Адха, то они поздравляют тебя с узаконенными праздниками, которые Аллах установил для своих рабов. И праздники Идуль-Фитр и Идуль-Адха обязательны и для них тоже, потому что на них лежит обязанность принять ислам. Но если ты поздравишь их с Рождеством, то ты поздравляешь их с праздником, который Аллах не установил как праздник. Таким образом, Рождество не имеет основы из истории и также не имеет основ в религиозном законодательстве. Иса ибн Марьям не приказывал им устанавливать этот праздник. Таким образом, это либо то, что было введено в религию Христа, Иса ибн Марьям, как нововведение и заблуждение, либо это было узаконено в шариате Иса ибн Марьям, но затем было аннулировано шариатом ислама. Поэтому этому нет основы в любом случае. Потому что если мы скажем, что это из нововведения христиан и не из их шариата, то это заблуждение. Если мы скажем, что это их шариат, тогда это было аннулировано. И поклонение Аллаху на основе аннулированного шариата – заблуждение. Таким образом, это является заблуждением в любом случае. И так как это заблуждение, то разве подобает мне, будучи мусульманином, поздравлять их с этим? И мы ответили на проблему того, что они поздравляют нас с нашими праздниками, а мы не поздравляем их с их праздниками. Потому что наши праздники были узаконены Всевышним Аллахом, а их не были узаконены. Также может быть, что это было узаконено в их шариате и отменено нашим шариатом. Поэтому это не имеет основы в любом случае.